اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Всем ассаламу алейкум, всех приветствуем. Мы Данияр и Алишер, казахи Астраханской области. Сегодня снимаем очередное интервью. Интервью мы будем брать у нашего друга, товарища, у нашего брата Ильдара Хазрата Даирова. Человек, который поддерживает нашу деятельность, человек, который помогает нам, и человек, к которому часто обращаемся с советом. Чекитпа? Ну что ж, стучимся. Ассаламу алейкум, Хазрат. Ассаламу алейкум, Хазрат. Ассаламу алейкум, Хазрат. Ассаламу алейкум, Хазрат. Хазрат, қалайсыңыз? Альхамдулилля. Машалла. Как работа, общая деятельность духовная? Альхамдулилля. В любом случае, как пророк Мухаммад ﷺ говорил, удивительное положение мусульман. Когда их постигает благо, они говорят альхамдулилля. Когда их постигают проблемы, они терпят, проявляют терпение. И это тоже для них благо. Поэтому у нас в любом случае альхамдулилля. Да, альхамдулилля. Это очень приятно, когда такие позитивные отношения к жизни. Ну, вообще, мы решили сегодня к вам прийти, узнать, как ваше общее положение. Вы для нас друг, товарищ, советник, тот, к кому мы обращаемся время от времени, как Ахсакал, можно сказать. Поэтому позвольте, послушаем мы вас о вашей жизни, о вашей семье, о вам самом, о вас самом, какой вы сам по себе человек. Что о себе можете сказать? Ну, у человека вообще за себя не спрашивают, но рассказать, кто я, имею в виду, что где родился, где вырос, конечно, я могу, а что за человек, конечно, это пусть другие судят. Я обычный ногайский парень, родился в селе Кулаковка, родился в семье, можно сказать, у меня прадед с отцовской стороны был имамом, то есть у меня бабушки с двух сторон были религиозные, то есть это пятикратный намаз, пост, даже они календарь не знали, какой сегодня год по миляди, то есть по григорианскому, да, а по хиджре они знали, какой год, какой месяц, за луной они обязательно смотрели. Но мы тогда еще мальчишки не понимали, нам-то с детства, когда подложились, учили фатиху, Альхам, они говорили, «Куль хуа Аллах». Сейчас, по-моему, у любого взросляка спросите, Альхам и «Куль хуа Аллах», знаете, они все равно в детстве когда-то учили, бабушки их все равно учили перед сном. Ну вот так рос. Потом из-за того, что у нас в Астрахани ислам развивается и по сей день хаотично, получилось так, что у нас в селе один мужчина начал преподавать чтение Корана на арабском языке, то есть вот этот Муалим Тани, начало было. Из-за того, что у меня чуть-чуть род был коммунистический, меня первые годы не пускали. Все бегали, я смотрю, там мои ровесники бегают, куда там я тогда еще не знал. Мой двоюродный брат, он воспитывался у бабушки. Бабушка его отпускала, все это было засекречено. Я у бабушки приходил, спрашивал, где Рамиль. Она говорила, сейчас придет Хазар Келеда. И я начал смотреть, куда же он уходит. Смотрю, в один день он идет. Да, я его так поймал на улице. Я говорю, ты куда ходил? Он, смотрю, что-то прячет у себя здесь за пазухой. Я говорю, дай, что у тебя там? Давай посмотрю. Вытащил этот Муалим Тани, иероглифы какие-то. Думаю, что такое? И он мне рассказал, говорит, вот так и так, там односельчанин преподает, учимся. И я начал у родителей, пожалуйста, отпустите меня там. Они, нет, там в то время же так было, что религиозные деятели, это все равно никакой перспективы нету. Да, мечети, в то время еще коммунизм процветал, это последние годы коммунизма было. И вот я тогда и не знал, как правильно обращаться к Аллаху, но я обращался, искренне обращался, просил у Аллаха, там, сделай так, чтобы меня родители отпустили. Но
между этим делом я ловил своего двоюродного братишку, забирал у него книгу после учебы, спрашивал, это что за буква, он мне так нехотя говорил, это вот эта буква, вот эта буква. Я у него забирал это и изучал дома, пока домашнюю работу школьную делал, прятал под книги. И вот так практически Муалим Тани я дома сам пробежался, прошел. Вот сегодня можно заметить, что из нашей общины казахской молодежи к вам много обращается за вопросами, за советом. А вот получается, Хазрат, это, когда говорят Хазрат, ну, почему-то подразумеваю, что Ильдар Хазрат чаще всего. Ну да, я как-то даже ребятам смеялись, мы шутили. Мне один брат говорит, Ильдар Хазрат, тебя скоро забудут, как зовут. Я говорю, почему? Потому что тебя все Хазрат, Хазрат. Как Хазрат знают. Ильдар говоришь, не знают. Когда говоришь Хазрат, все понятно. Поэтому на самом деле это да. Машаллах. Как родные отнеслись к такому решению быть имамом? Ну вот я же говорю, вначале вот так заинтересовалась, потом мама меня отпустила все-таки, я отучился, тяга еще больше открылась, еще больше интерес. У этого преподавателя, к кому ходили, у него даже на мои вопросы ответы закончились. Он говорит, все, Ильдар, тебе надо вот к другому идти, он больше знает, потому что я уже ответы на твои вопросы, у меня ответов даже нет, говорит, я не знаю. И вот так как-то потихоньку все равно надо было как-то светское образование получать. Меня посоветовали, я поступил в АТК на Софьперовской, да? Да, отучился 3 года кое-как я. Я не закончил, я вот как раз с 3-го курса не закончил дипломную работу. Из-за того, что в армию забирали, и забирали в Чечню, Чечнинская война первая началась. Не хотелось туда попадать. И я поехал, меня один имам взял, повез в Саратов к известному многоуважаемому Мукаддас Хазрату. Да, знаем. Да, вот сегодня мы с ним, альхамдулилля, уже часто видимся, общаемся, альхамдулилля. Повез к нему, и они меня хотели отправить в Тольяттинский. В Тольятти как раз мечеть открылась, они говорят, поедешь в Тольятти. Я, субханаллах, какой Тольятти, у меня ни диплома, ничего нету. Я говорю, я не поеду, меня куда-нибудь в деревню, в Муадзин отправьте. И меня отправили в деревню, действительно в деревню, 50 километров от районного центра. Для меня тогда это мальчишки 16-17 лет, вот 18 вот должно было. Для меня это, конечно, была первая вылазка из дома. И вот я попал к этому человеку. На самом деле у меня даже намерения не было работать имамом. Даже, можно сказать, категорически я против был работы имамом. Вот этот человек, Забиров Абдурраов Хазрат, он меня тогда вдохновил, убедил, что мне надо идти на эту работу. И вот с 95-го года, после него он мне написал направление в Казань. В то время тысячелетие принятия ислама, медресе. В то время медресе был в Татарстане и в Уфе. В других городах тогда на самом деле таких не было. Вот я поехал, экзамены сдал, получил диплом. И с 95-го года уже, если я приехал где-то в июле, в декабре я уже устроился на работу. Как раз вот здесь за Царевская мечеть открыли, на Римановской, да. Тияк называют, Арга Тияк. Там открыли, старики как раз взяли аптеку, им выдали здание аптеки под мечеть. 90-е годы, получается, 95-й год, да, 95-й год. Вот, самое интересное, что бабаи тогда с такими орденами, они все участники войны, вот с ними можно было в то время действительно дела делать. Им не могли отказать, потому что это реально были герои своего времени. С ними считались, не то что, например, сегодня, да, могут головой кивнуть, еще сказать, что вам это не место, и развернуть, отправить. Старики тогда махали клюшками, мы отсюда не уйдем, пока вы нам это не дадите. И на самом деле в те времена как-то государство относилось по-человечески друг к другу, то есть отношения, конечно, в те времена намного лучше было, имею в виду религиозные организации с представителями власти намного лучше было, конечно. И вот так я с 95-го года начал работать
муадзином, и через полгода я уже стал имамом в этой мечети. Машалла, машалла. Ильдар Хазрат, как вы знаете, мы являемся представителями общественной организации «Казахи» Астраханской области. Также, естественно, мы являемся мусульманами, и в мусульманских кругах часто встречаем такое мнение, что мы националисты, что мы занимаемся не тем, что нужно. Вот хотели бы услышать ваше мнение, насколько важно сохранять свои традиции, сохранять свой язык, возвращаться к культуре наших предков. Ну, национализм и любовь к нации – это две разные вещи, конечно. Национализм – это когда одна нация говорит, что она лучше других, превозносит себя. Вот это и есть проявление национализма. А когда человек любит свою нацию, переживает за свою нацию, это нормально, потому что Аллах в Коране сказал: мы вас создали разными народами, племенами, для того, чтобы мы познавали друг друга, чтобы мы узнавали друг о друге больше. Вот сегодня как раз такой день, День народного единства, да? 4 ноября. На самом деле, за все эти годы мы лучше и лучше узнаем друг друга, обычаи узнаем друг у друга. Хотя если в какие-то годы мы там жили отдельно сами по себе, на сегодняшний день мы так перемешались, что некоторые даже праздники и обычаи других народов лучше знаем, чем свои. К сожалению, бывает и такое, да? Поэтому сказать, что ваша деятельность, называть вас националистами из-за того, что я вас давно знаю, я могу убедить людей, что вы никакие не националисты, люди, которые переживают за свой народ. Дай Аллах вам успеха в этой работе, чтобы вы свой народ могли вернуть к действительной культуре, не которой сегодня там нам хотят навязать, что вот это наша культура, что даже и Хэллоуины начали, и казахи, там, и новые татары праздновать, брать за свое и утверждать, что это наше. Нет, на самом деле у нас очень богатое наследие, которое забывается и утеряно. И то, что вы занялись тем, что поднимаете вот это наследие, возвращаете очень хорошие обычаи, это наоборот даже хорошо. А вот вы по национальности Нугай, у вас же рулар тоже есть, да, Хазрат? Да, у нас, Какой у вас рул? я сам Канглы, тоже вот так получилось, что благодаря турецким фильмам мы начали узнавать свои корни, свои тамга, что у нас, оказывается, на самом деле есть и тамга, и свои рода разделяются. И когда я узнал свой род, конечно, чуть-чуть меня и гордость схватила, потому что Канглы это на самом деле в свое время было государство Канглы. Поэтому... Но это, конечно, не говорит о том, что мы должны превозноситься тем, что вот мы такого рода. Это не должно быть такого. Но переживать за свой народ, работать во благо своего народа, еще нигде такого запрета ни в Коране, ни в хадисах нет. Я помню, вы рассказывали историю, когда вы начали только ходить к казахам на мероприятия, на садака, связанные с бешбармяком. Я помню эту историю, хотелось бы ее услышать. Да, это первый раз, когда я на самом деле первый мой опыт казахских меджлисов был. У меня один бабай Хазрат там поехали там казах, я говорю, я вроде не казах, нормально говорит, поехали там наши все. Мы же, говорят, все тюрки, говорят, там ничего такого особого нету. Я поехал. И стол накрытый, шикарно, места свободного нету. Чай наливают и наливают. Я выпил, мне тут же наливают. Думаю, субханаллах. И как эта жена, как говорит, кушайте там. Я думаю, кушаю, угощают, кушаю, наелся. Все, давай, аш кайтарых, там дуа сделали, все встали, мужики, я вместе с ними встал уходить. Они говорят, не, Хазрат, сидите. Я говорю, в смысле сидите? Они на перекур пошли. Я говорю, а я что буду сидеть? Сейчас мясо дадут. Думаю, субханаллах. Закормили меня. Это был первый знакомство, Это первое знакомство. После этого я уже 2 чашки и все, потом место оставлял для мяса. Да, вот так на самом деле, в принципе, это вот и называется познавание друг друга, узнал традиции, обычаи. В принципе, я работал с казахами больше, получается, в своей жизни. С 2010 года по 2015 год я
проработал в Янатаевском районе, считай, казахское население основное. Там-то я и ближе познакомился с казахами. Если здесь я в городе только на маджлисе приглашали и все, там практически, можно сказать, я в тесных отношениях. Джамаат у меня в основном с казахское население было, поэтому... В целом, какие у вас мечети вы возглавляли, общины мусульман в Астраханской области? Я, конечно, очень много мечетей поменял. Пришлось так, что в разных мечетях работал. Но на сегодняшний день я не жалею. На самом деле бывало разное, что меня по некоторым обвинениям увольняли, потом обратно брали, на другую мечеть отправляли. Потом опять увольняли, потом опять брали, в другую мечеть отправляли. Как кочевник. Ну, да, мы же родовые кочевники. Но для меня что дало плюс, это кругозор. Потому что когда ты в одной мечети работаешь, с одними и теми же людьми работаешь, как-то ты к ним привыкаешь и все. А из-за того, что я поменял очень много мечетей, работал с разными джамаатами, с разными людьми, поэтому у меня, я думаю, альхамдулилля, из-за этого и жизненный опыт, и опыт работы с людьми дало свои плюсы, конечно. Эльдар Хазрат, вы являетесь полномочным представителем Духовного управления мусульман азиатской части России в регионах Нижнего Поволжья. Нам бы хотелось знать, что для вас значит эта должность. Тема очень интересная, актуальная, обсуждаемая в мусульманских астраханских кругах. Поэтому интересен ваш ответ. 2 года прошло, вот 3-й год пошел, как я стал полномочным представителем Духовного управления мусульман азиатской части России в регионах Нижнего Поволжья. Ну, что дает должность? Должность всего лишь инструмент для работы на пути Аллаха, потому что мы прекрасно знаем, что мы живем в светском государстве, где по закону прописано, любая твоя деятельность должна быть узаконена. То есть ты не можешь, тем более сейчас вышел закон Яровой, где ты без определенного документа не имеешь права ни проповедовать, ни обучать. Поэтому, альхамдулилля, Аллах Та'аля так смилостивился, проявил милость, что даже слишком для меня, это я так думаю, что это для меня слишком, но по воле Аллаха и по пониманию Нафиулы Хазрата так получилось, что я стал полномочным представителем. Это просто интересная тема в мусульманских кругах, не могли ее не тронуть. Ну да, есть такое дело, да. Еще нам интересно, Эльдар Хазрат, за все время вашей имамской деятельности были ли моменты, когда у вас совсем прям опустились руки? За все эти годы? За все годы имамской деятельности. Это и не раз, если честно, и не раз. Бывает на самом деле выгорание, внутреннее выгорание, когда ты стараешься делать, и тебе по рукам бьют, твои инициативы не поддерживают. Конечно, внутренне выгораешь, но альхамдулилля, Аллах Та'аля. Бывало даже, что я сам уходил, даже думал, что никогда больше не вернусь я к этой деятельности. Но Аллаху было угодно, что я обратно по тем или иным причинам возвращался обратно. И вот до сих пор я в этой стезе, альхамдулилля, потому что и Аллах, и его посланник говорят, что самое наилучшее из деяний — это призыв к одобряемому и порицание непорицаемому. Какие бы вы могли бы дать общие пожелания, напутственные, искренние слова в адрес нашей молодежи, Хазрат? Потому что действительно молодежи сознательной казахской все больше и больше, и нам бы не ошибиться, ни вправо, ни влево не отклониться, работать так, чтобы действительно и перед Всевышним это было правильно, чтобы наш народ сказал: вот, молодцы наши активисты, работают не только для себя думают, а думают о своем народе, о своей культуре. Ваше пожелание в наш адрес? Ну, что я могу сказать? В первую очередь, это наставление Аллаха, его посланнику, наставление посланника и своим сподвижникам и всем нам — это бояться Аллаха. В любом деле, за какой бы мы ни взялись, мы должны подумать, не гневит ли это Аллаха, принесет ли это пользу для блага, для религии, для нас, для ахирата, потому что
конечный исход, это что у нас? Это возвращение к Аллаху, да? Как у казахов говорят, кайтас болды. Вот это самое, на самом деле у казахов, между прочим, это для дарвата, вот мы с Данияр Хазратом, когда в начале начинал Хазрат, я ему всегда говорил, что у казахов очень много моментов, за которые можно зацепиться и сказать, мы мусульманами давным-давно были. Вот эти все слова, которые мы сегодня в обиходе идет он у нас, на самом деле это же все из религии взято. Кайтас болды, вернулся. Кому? К Аллаху. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Правильно? Да. От Аллаха мы пришли, к Аллаху наше возвращение. Вот на самом деле с казахами, вот вчера или позавчера у меня беседа была, человек с Казани задавал тоже много вопросов, и как раз вопрос стоял того, кто на сегодняшний день в Астрахани больше тянется к религии. На самом деле это казахи. Альхамдулилля, на самом деле казахская молодежь очень много сегодня, и не молодежь. Альхамдулилля, это меня очень радует. Хотя я и не казах, но все равно любая бы нация, какая она ни приходила в ислам, это меня радует как религиозного человека. И мне очень жалко, конечно, что наши нагайцы еще, конечно, не раскачались. Но, иншаллах, на все воля Аллаха, и как мы на этом пути будем работать в деле призыва, все зависит, конечно, и от нас самих. Вот часто мы слышим, особенно вот на круглых столах, на конференциях, пресловутую тематику профилактики экстремизма, профилактика межнациональной, межрелигиозной розни. Как вы видите, какие проблемы на сегодняшний день у нас в Астраханской области, в регионах Нижнего Поволжья, тенденции, на которые нужно обратить внимание, чтобы завтра не было каких-то больших проблем? Я помню, что когда я вот работал в Янтайском районе, имам только-только вот приехали к нам работать с мусульманским населением, у нас был очень большой конфликт между казахами и чеченцами в селе Владимировка, возле Востока. Действительно, там вот-вот думали, будет какая-то, не дай бог, война. Ну, чуть ли не войска водили туда, вертолеты летали, тогда я вот первый как год был. молодой имам, я понял, что действительно здесь духовная составляющая является фундаментальной основой для решения таких проблем. Вот про эту историю можете рассказать, потому что было бы интересно нашим зрителям услышать. И в целом об экстремизме. Какие у нас моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы мы, казахи, не дай бог, не впали в крайность, чтобы не было шовинизма у нас, чтобы не проявляли национализм по отношению к другим людям? Ну, если мы же все должны возвращать к жизнеописанию пророка, Сирии, да? Я когда пришел, увидел, что у джамааты есть как казахи, так и чеченцы. Чеченцы говорили, у нас так, у вас так. То есть вот это разделение у нас, у вас, конечно, это нехорошее. И я, следуя сире пророка, салям, что сделал? Когда пророк, салям, мухаджиров и ансаров объединил, что он сделал? Их побратал. Да. Он их побратал. То же самое я начал делать в первых своих проповедях, если ты помнишь. Я всегда рассказывал о братстве. Всегда рассказывал о братстве, о единстве, что мы мусульмане, что у нас на всех один Аллах. У нас на всех, будь ты казах, узбек, киргиз, чеченец, аварец, кем бы ты ни был по национальности, если ты мусульманин, для нас один Аллах. Один Коран, один пророк Мухаммад на всех. Поэтому у нас не должно быть у нас так, у вас так. И вот это проповеди о братстве как раз на самом деле, это буквально, я только пришел на работу и буквально через некоторое время, первый Рамадан, первый день Рамадана, такой случай, драка, сильная драка была. На самом деле, меня когда попросили чеченцы приехать, Хазрат, приехай, там выступи. Я когда заезжал в село, я увидел вот это, что заблокировали. Я сам служил в таких местах, видел, как вот это все происходит. Я понял, что намного очень все серьезно. То есть там уже военная техника была? Там каждые 5 метров патрулировали, ходило, вертолет летал, 2 вертолета постоянно не останавливались, летали, смотрели. То есть очень напряженная обстановка была.
В клубе, где там всех собирали, мы заехали, там были и прокуратура, начальник полиции, ФСБ, глава администрации, то есть всех людей собрали, с города люди приехали. И на самом деле очень сложно было, я сидел, смотрел, когда люди друг другу слова не давали, вот, понимаете, вот шум, друг друга перекрикивают, эти правые, те неправые. И альхамдулилля, вот на самом деле Аллах Та'аля нас не оставляет. Я торопился на таравих, первый таравих, уже второй день таравиха был, и я говорю, я пойду, у меня на намаз. Они говорят, ну раз приехали, хоть пару слов скажите. Я говорю, давайте я, раз, чтобы впустую мой приезд не был, давайте я пару слов тоже от себя добавлю. И альхамдулилля, все замолчали. Я тогда сказал, я говорю, вы понимаете, и вы мусульмане, казахи, и вы мусульмане, вы, во-первых, не должны вот до такого доводить, это раз. Во-вторых, если в историю копнуть, да, когда чеченцев депортировали, кто вас встречал? Казахи. Казахи делились с вами кровом, делились с вами едой. Я говорю, вам тем более нельзя между собой вот так обострять, что чуть ли не войска ввели здесь село. И, альхамдулилля, вроде люди успокоились, объяснил, что сейчас вы там действительно там просили, дайте им срок там. Я говорю, вы понимаете, я на тот момент по тюрьмам ходил. Я говорю, вы понимаете, я по тюрьмам хожу, я вижу этих матерей со слезами на глазах, которые приходят с 5 утра, ждут, чтобы вот эту передачку сыну передать. Я говорю, это вы думаете шутка, что ли? Это же не шутка, это на столько лет вы просто, человека, не было убийства, никто никого не убил, подрались просто. На этом просто надо оставить, это раз. Во-вторых, это же внутри дома начинается, взрослые начинают об этом говорить, а молодежь что, она слушает, а потом у них накипает, выходит, и вот этот, как у нас любят говорить, юношеский максимализм доводит вот до того, что уже взрослые, как враги друг на друга смотрят. Поэтому, конечно, о братстве никогда не надо забывать. Историю надо знать. Для чего? Вот как раз для таких моментов. Очень во многих моментах мы за все эти годы, пока мы совместно живем, очень многих моментах мы друг другу помогали. Этого не надо забывать. А когда человек не знает эти моменты, конечно, там и поножовщина идет. То есть ваш совет, в том числе, это изучать нашу историю, изучать историю, конечно. Конечно. Человек, который не знает свою историю, у него нет будущего, как сказал, да, один из умных людей. Поэтому, когда ты историю не знаешь, Абу Бакр, радаллаху анху, очень хорошим знатоком истории был, очень хорошим знатоком родословной был. Он лучше Абу Бакра, родословный Шеджере, да, как мы говорим, у нас, да. Никто лучше его не знал. Это о чем говорит? О том, что это было в исламе. Умар, радаллаху анху, очень хорошо историю знал, очень хорошо в политике разбирался. Поэтому, когда ты не знаешь историю, о какой политике выстраивания отношений ты можешь говорить. Если ты не изучал историю, не изучал отношения людей, многовековые отношения людей. Поэтому изучение истории это обязательно. То есть, получается, нам, чтобы не было вот таких крайностей, отклонений у работы общественной, чтобы не возникали вот эти казусы, чтобы не появлялся шовинизм, надо больше работать над своими традициями, получается, историей. Вот смотрите, когда мы говорим, да, культура. Ислам – это неотъемлемая часть нашей культуры. То есть, если посмотреть чисто исторически, всегда все народы были на высоте, когда они держались религии, то есть религиозности, да? Когда они боялись Аллаха, не проявляли несправедливость. Аллах Та'аля их возвышал. То есть, если вы хотите, чтобы как-то возродить народ, да, интеллектуально, чтобы с народом считали, что вот действительно не говорю это чабаны какие-то, а действительно есть люди и по сегодняшний день, которые достигли серьезных успехов, да, доктора есть, там, наук, разных наук. Поэтому держаться религии, в первую очередь, конечно, и развивать свою культуру. Культуру у вас очень много, что из сунны. Перед едой ходить с кумганом, руки мыть, это сунна пророк саллям. После еды мыть руки тоже сунна пророк саллям. То есть я же говорю, если копнуть традиции, там из сунны
90% из сунны. Да, конечно, есть что-то там осталось, там внесенные, которые, да, там множество какие-то ввели, есть, которые что-то из, скажем, язычества что-то оставили. Эти вещи, конечно, надо оставлять, потому что наши прадеды оставили, предки оставили, когда принимали этот ислам, правильно? Они же не с мечом принимали, они по своим убеждениям приняли эту религию. Поэтому надо вот отчет от этого времени делать и работать. Иногда, когда я чай, мы пьем с Хазратом, и когда я мало пью чай, Хазрат мне говорит: да ты какой казах, ты даже чай нормально пить не можешь. И мне это задевать начинает. Я говорю: давайте мне еще чай. Ну, чай пить, это у нас у тюрков вообще не отнять. Тюрки вообще для тюркоязычных людей чай пить это вообще как целый ритуал. Церемония, целая церемония, да. На самом деле мы сегодня внимания не обращаем. По сути, раньше, например, старики, вот даже к распитию чая подходили же очень серьезно. Сколько нальешь, кому первый дашь. Это говорили о твоем воспитании, насколько ты воспитан. Если ты налил и начал там с молодых, скажут, что это невоспитанный, его дома родители не воспитывали. А если ты налил как положено для гостей, подал, именно начал с гостей, с уважаемых гостей, с мужчины, там, да, сразу понимали, о, действительно хорошее воспитание получил. У меня бабушка рассказывала, в те времена же такого хлебопекаря не было, они сами пекли круглые вот эти лепешки. И она рассказывала, как проверяли, как воспитан ребенок, ее религиозность. Смотрите, вот вообще утонченный момент. Давали круглый хлеб, лепешку и говорили: найди башин, начало найди. Если человек не воспитан, лепешку круглую, ну, где начало, да? А кто воспитан в религиозной среде, они говорят, бисмилля говорили и ломали. Вот это баш, начало, бисмилля. То есть, ага, это хорошая религиозная семья воспитан, хорошее воспитание получила девочка, короче. Вот такое отношение, между прочим. Я же говорю, мы многим вещам внимания не придаем. По сути, раньше это очень было серьезно. В любой момент смотрели, насколько человек с какой стороны воспитан. Поэтому чаепитие, поэтому я же не зря говорю, как казахи, вместе пошли чай особо не любят. Хорошо. Ильдар Хазрат, в нашей организации проводят часто мероприятия. Недавно была казахская лига «Что, где, когда». Команда Думачер приняла участие, достойно поборолась. Да, мы были за шаг до победы, но альхамдулилля, для нас это отдали еще... хозяевам. Да, отдали хозяевам, да. Ну, альхамдулилля, нормально, зато тренировка хорошая. И общение, конечно, от живого общения ничего лучше нету. Мы сегодня вот эти переписки в соцсетях, там, да, в WhatsApp, когда много же проблем из-за этого. Ты написал, а человек, который там получил, он его сам интонации накручивает, ага, он, наверное, так сказал, и начинаются скандалы. А когда ты слушаешь и разговариваешь, ты понимаешь, с какой интонацией он сказал, с какой иронией или что это было. То есть намного лучше. А когда ты переписку читаешь, вроде безобидно сказано, а тебе накручиваются, думаешь, да, а ты уже сам себя накрутил, и все, и разводы происходят, и отношения в семьях, то есть... Да, отсутствие общения. Вот, живого общения, да. Да. Ну что ж, как говорят у нас Сизге рахмет, или же, как говорят по-мусульмански, по сунне, джазакум Аллаху хайран, Хазрат. Пусть Аллах Всевышний вознаградит вам. Надеемся на то, что будете также нашим другом, нашим советником, тот аксакал, имам, Хазрат, который будет давать напутственные слова. Если будем ошибаться, подскажете, хорошие советы давать. Ну и вам желаем в семье вашей счастья, благополучия, берекет. Алла Тағала разы болсын. Сізге мол бақыт, зор денсаулық, мөлдір мұхаббат, тура жол, Алланың тура жолы тілейміз. Алла Тағала разы болсын. Аминь. Вам спасибо, что уделили внимание. Будем приходить вам. Мы с вами, а вы с нами. Будем дружить с семьями. Ответное предложение — дружить домой. Да, дружить домой. Поэтому, альхамдулилля, на самом деле это
А общение религиозных организаций с общественными, оно практически, в принципе, обязательно. Без этого мы никак. Мы завязаны, как говорится, как говорят, в одной лодке, да, поэтому отношения поддерживать, всячески помогать друг другу. У нас очень много, конечно, общего, поэтому мы от друг друга никуда не убежим. Ну да. Ну и вам пусть Аллах Тааля поможет, направит правильной стезе, пусть Аллах Тааля нас всех сделает полезными для его религии, для общества. Пророк ﷺ говорил, наилучшие из вас те, которые более полезны. Вот самая наша цель — быть полезными здесь, заслужить довольство Аллаха и вернуться к Аллаху с чистыми сердцами. Пусть Аллах Тааля нам поможет в этом деле. Аминь. Рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум салям ва рахматуллахи. Ну, по казахским традициям можем чашка чая попить.